Так, все. Начинаем наш небольшой Zoom. Идея Zoom была давно позвать людей, непосредственно связанных с литературой, и попросить критиков. Я начну именно с критиков, представлю их сначала, потом всех остальных участников, написать рецензии по своему выбору. Мы попросили, чтобы они сами выбрали произведение, мы в это не вмешивались, и ни в коем случае мы не вмешивались в то, как они напишут. Единственная была просьба такая: если критик, скорее все-таки, как говорится, ну, по-простому говоря, ругает произведение, чтобы нашел что-то хорошее. Если, скажем, хвалит, если прям нравится произведение, чтобы нашел и, как американцы говорят, зону роста, да, для автора, чтобы жизнь медом не казалась. То есть такая попытка объективности. Сразу хочу сказать, критики профессионалы, наши вот эти 3 человека, с одной стороны, отобранные по рекомендациям, да, с другой стороны, это люди, это не божества, не полубоги, да, соответственно, это их субъективное мнение. Смысл критики как таковой, да, это такое профессиональное субъективное мнение. Наша стратегическая цель – это чтобы люди, голосующие люди, читающие, да, посещающие наш сайт, чтобы они, собственно, наконец-то начали голосовать. О метрике конкурса я расскажу тогда попозже. Сейчас я быстро представлю, кто у нас есть. Прямо вот давайте в том порядке, как у меня видно в зуме. Алина Гатина – это критик Алматы, написала рецензию по нескольким произведениям. Так, вот непонятная iPhone LX, я подозреваю, это Жанна Ильичева, она сейчас в аэропорту. Так, Алиша Рахат – это… Так, у меня есть вообще ваши регалии все. Писатель, драматург, автор романов, лауреат литературного конкурса «Алтын тобылгы», редактор казахского отделения журнала «Дактиль». Так, Андрей Мягков, выпускник Литинститута имени Горького, лауреат премии «Болдинская осень» 2021 года на номинации «Литературная критика», участник фестиваля молодых писателей России, Казахстана и Киргизии в Алматы 2021 года, постоянный автор порталов «Год литературы», Афиша Дейли, в общем, Москва. И мы попросили и нашли москвича, который был в Алмате. Это крайне важно, то есть человек, надеюсь, полюбил наш город, нашу страну, и самое главное, понял, что мы точно не Россия, да, точно мы не там не какой-то элемент России, не Афганистан мы, и не Кыргызстан. В общем, мы совершенно особо отдельная страна со своими там прибамбасами, как говорится. Андрей Орлов, по-моему, сейчас не ошибиться мне, Соединенные Штаты писателей. Наша столица, город Нур-Султан. Если не ошибаюсь, под 1000 где-то, да, в вашем сообществе людей, фанатов литературы. Ну, в общем, на моем жаргоне вы лид-организатор. Бекнур Кисиков, организатор Китап-феста, человек, которому я звонил, просил поддержать, разослать нашу информацию о конкурсе, а он меня опередил, оказывается, уже разослал, тоже в свою очередь, 3000 или 5000 человек, в общем, какой-то огромный список. Заместитель председателя Союза писателей Республики Казахстан Акын, доктор наук, по-моему, да, филолог Бауыржан Жакып. Прошу любить и жаловать. Людмила Лазарева, литературный дом Алматы, тоже, по-моему, за 1000, да, где-то у вас контактов. Ляля Султан Казе, знаменитый журналист, блогер, общественный деятель, красавица и так далее, и так далее. Давайте, так как она спешит, у нее эфир, начнем с рецензии на произведение на казахском языке. Алишер, прошу слова. Да, и прошу, ну, где-то по минуте, максимум 1,5, да, на рецензию. То есть самую суть вот ваших мыслей именно о том или ином произведении. Прошу. Звук. Угу. Здравствуйте. Вот я казахскоязычный, поэтому если что, с ошибками. Не переживайте, абсолютно. Хорошо. Вот я впервые читал вот роман «Харызбен Парыз». Вот Харыз – это долг перед человеком, и Парыз – это долг перед Богом. Название такое. Тема о зверствах, совершенных государством в отношении молодежи в то время после декабрьских восстаний 1986 года. Увольнение, преследование. В нем рассказывается история молодых людей, которые учились в то время в Алмате. Проблема – конфликт между обществом и личностью.
То есть на протяжении всей истории героев спрашивают, что думают люди и что скажут люди. Они боятся сказать правду. Идея быть честным с собой и честным со всеми. Каждый несет ответственность перед обществом и перед Богом, наложенный на него. Конфликт. В начале зимы селяне, не успевшие привезти сено животным, стали объединяться и заботиться о зимовке. Тракторы заняты. И если семья балкуниста не сможет собрать траву, весь скот будет голоден, а свободный трактор только у Ермека. Так, когда балкунист провожал старика по имени Байток в дом его бывшего возлюбленного Ермека, измученной смертью жены, она вспоминала свою молодость и встревожилась. Второй конфликт – это когда Ермек никому не может сказать, что Алмаз его ребенок от балкуниста, да? И умирает, так и не рассказав об этом никому, когда его трактор переворачивается. Вот. Судьбу этих персонажей можно прочесть, но не у всех есть свои особенности, но образы нечеткие. Художественный инструмент написан простым языком, иногда диалог кажется неестественным. Роман написан как storytelling, то есть преобладает в повествовании. Это кратко, если... Второе, вот, кульпет. Алишер, можно уточнить? Сейчас он по голосованию номер 2. Как вы думаете, почему люди голосуют за него? Может, кому-то нравится, может... Ну, если голосуют, значит, нравится. Вот как вы думаете, что, ну, простой интеллигентный читатель, да, ни филологи, ни критики, ни писатели, что они находят? То есть сотни людей за него. Что-то же не находят? Да. Потому что эта тема, по-моему, мало написана на казахском, по-моему. После декабрьских событий и во время этого 86-го года. И здесь главная героиня, вот женщина, которая борется за свою вот честность и независимость, да? Так как по статистике женщины читают много, чем мужчины, поэтому, может, наверное. И персонаж активный, да, получается, там такой? Ну да. Достаточно. Ну, наверное, вот это привлекло, да. А в целом там ридеры мне говорили, там хэппи-энд, да? В конечном счете. Через все страдания, да? Да, вот в конце вот похорон Ермека будет, да? Да. Когда вот балконист рассказывает всем перед публикой, скажет, что Алмаз его сын. Да. Сейчас мы сделали спойлер для всех читателей. Ну, хорошо. Да, чтобы... Ну, понятно, да. Хорошо, спасибо. Давайте по второму произведению придемся. Вот кульпет. Название кульпет это означает душевная боль. Произведение автор определяет это слово через диалог своего персонажа Абурайс. Также упоминается значение слова кульмет. И мимолетная ошибка, допущенная человеком неосознанно, неосторожно, и он делает вывод, что кульмет приведет к кульпету. Речь идет об Абу, внуке Райсе, который в советское время стал врагом народа. Его отец Ердем был пастухом, Абу изучал медицину и стал хирургом и отправился на войну в Афганистан. Там он познакомился с девушкой по имени Ирина, и они сбежали в Америку. 37 лет спустя он вернулся домой, его подводит ностальгия по родине. Жанр произведения очень похож на биографический роман, потому что многие персонажи появляются в какой-то момент и больше не упоминаются. Основная цель главного героя туманна. Тема в нем рассказывается об ограничениях прав человека в Советском Союзе, и государство держит народ в страхе, особенно колониальных наций. Идея состоит в том, что тоска человека по родине приводит к душевному болю, к кульпету. Да? Проблема, которая поднимается, колониальные народы в Советском Союзе живут в постоянном страхе. Композиция. История начинается с того, что Абурай садится в самолет из США, смотрит на девушку по имени Лязат и думает о ней. Рассказывает, что он внезапно ушел на войну и оттуда попал в Америку. Большая часть истории рассказывается через диалоги. Нет четкой структуры. Единственная сюжетная линия, которая доходит до конца, это когда Абурай возвращается на родину и находит свою возлюбленную девушку Асель. Она не была замужем 37 лет и ждала его. Конфликт, кажется, это попытка показать борьбу между государством и человеком. Однако здесь показывается только в диалогах, что система работает плохо. Но в репликах только упоминается. Персонажи.
Можно только почитать, как сложилась судьба Бурятии, невозможно понять, как он выглядит и в чем его особенности. В основном его пафосная реплика «Казахи – великий народ» часто можно встречать в этих произведениях, к сожалению. Авторская позиция. Автор начинает свое произведение со слов о том, что нет мастера лучше Бога, и навязывает свою веру на протяжении всего произведения. То есть он считает Бога, в которого верит, абсолютно пытается убедить в этом читателя. Например, Лязат, ученый, который встретился в самолете, привел несколько бездоказательных примеров, доказывающих истинность религии. И то, что женщина, занимающая наукой, тоже поддерживала его, сказав, что он замечательный, было как-то неестественным. Кроме того, в работе старается, в этой произведении старается максимально популяризировать национальные традиции, и в диалоге упоминается именно таких известных людей, как Пикассо, Селлинджер, Димаш, Эйнштейн. Это похоже на тщательную попытку показать, что персонаж эрудирован и интеллигентный. Художественные инструменты, ну, язык очень хороший написан. И все. Стилистика понравилась вам, да, получается? Что? Стиль языка, стилистика, вот вы похвалили, Не да, стилистика, как, ну, просто у него хороший, богатый язык просто. Окей. Как вы думаете, опять же вопрос, сейчас, ну, пока еще как бы очень далеко, да, у нас 10-й где-то день голосования, и тем не менее это произведение не просто на первом, да, а прямо оно стало отрываться все дальше и дальше. чем здесь как бы причина, по-вашему? А я скажу сразу, чтобы никто даже не сомневался, мы анализируем логи так называемые, там у нас есть метрика, мы видим, что голосуют разные регионы, что значительный процент действительно скачивают, действительно читают. Некоторые проводят прямо много часов на сайте. Вообще в среднем проводят почти 5 минут, там 4:50. Это очень необычно. Сейчас в среднем в интернете 7 секунд люди проводят на сайте. Я к тому, что, ну, я надеюсь, да, что значительная часть проголосовавших все-таки делают это осознанно, заглядывают хотя бы по одной, по несколько страниц. Может, кто-то читает даже полностью. Ну, или там главу, 2. Ну, в чем причина, я не знаю. Может, когда я в прошлом году тоже участвовал в таких конкурсах, которые голосуют, там у кого родственников больше было, так и они выиграли. Ну, у нас это не получится совершенно. У нас, Ну, наоборот, я надеюсь, у мне тоже нас интересно, кто победит. жалуются, я скажу так, мне пишут писатели некоторые, да, и жалуются на то, что их вот эта родня знакомые не могут зарегистрироваться. Большинство людей чайники, короче, там не так сложно, там надо подтвердить email, верифицировать смс, но для многих это оказывается преградой. Вот. То есть это совсем, мы очень сильно заморочились технической частью. То есть это метамиф, что сюда можно легко прийти. Я говорю всем, кто вот так говорит, да, идите, зарегистрируйтесь, попробуйте проголосовать. Это не так просто. И, кстати говоря, это тоже еще специально человек будет ценить свой голос. Голос-то один, вот, а вариантов 21, да, то есть это... Ну, хорошо, то есть возможный язык, да, вы назвали? По такой причине люди голосуют. Да, еще, может, это обширность темы, там, от 50-60-х годов до этого времени примерно. Алишер, меня смущает вот этот хэппи-энд. Я спрашивал, ну, честно, со смехом, да, таким. То есть я при всем своем патриотизме, конечно, тоже как интеллигентный человек, надеюсь, интеллигентный. Все равно циник немножко тоже, да, скептик. Я ридеров спрашивал, когда узнал, что такое финал, возвращение на родину, я говорю, а нет такого, что вот две опасности для автора. Первое, впасть в такой казенный патриотизм, да, ну, что-то типа, сидя в Америке, увидел выступление президента того или другого и собрал чемодан и уехал. Ну и второй, саркастический на мой вопрос, вот он приехал в Казахстан, и через 2 недели рвет персонаж себе волосы, какой дурак бросил Америку. То есть там есть, естественно, вот, ну, вы знаете, арка персонажа, да, что это все естественное развитие вот, души человеческой. Да, вот. Фальши нету? Вот это беспокоит. Или есть? На ваш вкус. Да, для меня есть. Ну, ты веришь, что это было как в жизни, да? Но автор не настолько профессионально работает с текстом.
Я скажу, что в жизни общался с немецкой семьей и с русской семьей, которые вернулись в Казахстан. Очень жалели, что когда-то уезжали, то есть, ну, чуть не плакали, да, там, и говорили, что казахов любят. Вот именно с казахской семьей я пока еще не встречался, но уверен, что где-то они существуют, которые вот вернулись. И очень важно, что они, ну, состоялись за границей, что не бомжевали. Ну да. Все, Алишер, спасибо. Третье Да, воспроизведение. Да-да. третий. Вот самый профессиональный роман это вот «Кузгы Ауен», осенняя музыка. Про музыкантов, да, И, по-моему? по-моему, это написал какой-то профессиональный писатель. Вот Мгм. я могу назвать так. «Осенняя мелодия», название. Произведение словно символизирует сияние старейшего таланта. Очень часто сравнивается со старицей. Вот в этой произведении есть фраза, подтверждающая эту мысль. Осень это и богатство зерном, овощами, фруктами. Э, То есть главной героиней этого романа является женщина по имени Асила. Когда она собиралась ехать на концерт в город, жена главного директора совхоза, она тоже певица, кстати, вдруг приревновала и запретила ему выйти на концерт. Вот, потому что Разия была тоже певицей, публика внимательно слушала, как пела Асия, и не обращала внимания на Разию. Муж Разии даже особенно ценит Асилу и не любит ее, поэтому она рассказывает об этом мужу и угрожает развестись с ним. Но потому что он же директор совхоза, и мужу нельзя развестись. Вот так и начинается роман. Сохранять интригу. Тема конфликт школы, традиционного пения и современной музыки. Фальшивые ноты какой-то современной музыки не воспринимается насилием, и такая фальшивая музыка будет жить в людях, короче. Они потихоньку начинают фальшиво думать. И главное, героиню беспокоит это, потому что она занимается пением традиционных музыки. Проблема это непримиримая борьба между талантливым и бездарным человеком искусства. Да? И плюс национальная музыка затмевается под современной музыкой, а аудитория стремительно попадает под влияние западной музыки, а количество профессиональных исполнителей сокращается. Идея: в любом случае нужно проявить свой талант. Талант не должен быть потрачен впустую. Композиция, структура произведения очень профессиональная. Любопытно, что история началась с Розии, которая тут же поссорилась с мужем из-за того, что Асила не пускает выступать в городе. Алишер, если резюмировать, вы сказали, что вам это понравилось прямо явно из трех, да? Чем понравилось вам это произведение? Просто профессионально написано. Там автор хорошо разработал структуру и композицию, и там диалоги очень естественные. Когда ты читаешь эту, сразу окунешься в 80-х, 90-х годов. Многоголосица персонажей, да? Да. Понял. Все, спасибо, Алишер, большое. Я хочу отметить, насколько я помню, только у меня, кстати, есть контактные данные, их больше нету никого, и я не по всем успел там погуглить, но по некоторым успел. По-моему, во всех этих трех авторы профессиональные писатели, члены Союза писателей. Насколько я помню, да. Спасибо огромное, Алишер. Так, ну теперь по казахской традиции, Андрей, у нас у казахов, Андрей, положено дальнего гостя, наоборот, вперед выставлять, да, теперь, ну, из-за того, что нас попросила Ляля Султангазе, да, мы, соответственно, начали с казахскоязычных романов, теперь слово вам. Так, у вас надо включить звук, да, микрофон, есть. Да. Добрый день всем. Я прочитал 2 романа, начну с Baby Rage текста. Он уже в самых первых своих строчках сразу дает понять, что возводит свою генеалогию над пропастью воржи Селлинджера, но с
с таким казахстанским колоритом, то есть место действия, понятно, Казахстан, Алмата, и тематика тоже там очень актуальная, включая последние события на Украине, которые происходят. Героиня, так же, как и у Селлинджера, был Холфилд, это такой возмущенный подросток, нон-конформист, который ни с чем не соглашается и так молча воюет против всего мира. Тексту, наверное, не хватает немного какого-то внешнего движения, то есть у Селлинджера был побег, там было довольно много взаимодействий со взрослыми, там, с учителем, где он подозревал его в таком нездоровом интересе к себе, сексуальном. В этом тексте немножко не хватает каких-то таких моментов. Из-за этого будни героини Уми несколько так сливаются в один комок бытовых таких малозначительных событий и так и не становятся значительными для читателя, хотя для нее они, конечно, такими являются. Это, наверное, главный минус текста. В остальном здесь, на самом деле, получилось воспроизвести речь подростка такой, дневник. Все очень органично с психологической точки зрения. То есть текст в целом оформлен как дневник, который Уми ведет по заданию психотерапевта. И вот эта вот психологическая подкладка, она здесь не делает текст искусственным, как это часто случается, а наоборот делает более живым его. И также вот эта вот оптика подростка дает возможность прямо как-то поговорить о вещах, которые волнуют автора так, чтобы это не выглядело как такие нравоучения в лоб. Вот, и в свете последних событий, которые в Украине происходят, это тем более важно. Мы здесь, например, не можем об этом говорить прямо. Нам даже там слова, которые начинаются и заканчиваются на Да. А в этом тексте можно, и вот это мне кажется важным, так как это всех, конечно, касается события не только Украины и России, но и Казахстана в том числе. Понятно. Андрей, можно смешной вопрос? Этот вопрос был моден в русскоязычном интернете 10 лет назад, в английском 20 лет назад. Если бы вы поехали на необитаемый остров, вы бы эту книгу с собой взяли? Ну, прямо так не думаю. Книг очень много, но это на самом деле без всяких скидок очень качественный текст. Ладно, чуть более умный вопрос. Это подражание Селлинджеру? Потому что все ридеры говорили Селлинджер. Или это все-таки какое-то преодоление Селлинджера? Мне кажется, что это посередине. Я бы не сказал, что это прямо на 100% подражание. Здесь на самом деле есть довольно много своего, но при этом чувствуется, вот, что это оттуда выросло. Потенциал в авторе есть, да, на ваш взгляд? Да. Если будет дальше работать, развиваться. Насколько я помню, это девушка действительно. Какого возраста, какой профессии, по-моему, я гуглил, ничего особо не нашел. Поэтому мы даже толком не знаем, это молодой человек или подросток и так далее, и так далее. Технически это, да, может быть, даже школьник, лишь бы гражданин Казахстана. Ладно, Бог даст, познакомимся с автором. Спасибо огромное. И Барса Келмес, да, у вас следующий? Да, второй текст Барса Келмес. Это такое семейное фэнтези. Текст бы мог, мне кажется, стать отличным сценарием. Там прямо так на первых страницах, как на карточке фильма на Кинопоиске, так и написано, что жанр фэнтези, приключения, семейный и так далее.
Это фэнтези такое, замешанное на казахской мифологии с двумя параллельными сюжетами. Первый сюжет — это отец и сын. Сын до поры не знает даже, что это его отец. Попадают в фэнтезийный мир, где им нужно отыскать волшебный эликсир, чтобы спасти свою маму. Такой квест. А второй сюжет — это советские 80-е, и молодая ученая попадает на остров, где проводятся военные эксперименты. Там, конечно же, все пойдет не по плану, и ей тоже придется со всем этим разбираться. Текст мог бы стать, наверное, не только сценарием фильма, но и даже видеоигры. Там очень подробно описываются все действия. Некоторые важные предметы даже выделяются капслоком. Такое действие не дает тексту отпускать читателю, то есть ты его читаешь и не хочется от него отрываться. Но Да вы что? Прям не хочется отрываться? Ну, это такой штамп, да, но не то чтобы прямо не хочется отрываться, но это сделать тяжело, потому что очень много глаголов, все время что-то происходит, ты его листаешь, думаешь, ну вот сейчас вот отложу, а там снова что-то происходит, и ты остаешься в нем. Но в плане языка здесь много неаккуратных мест, очень много каких-то языковых штампов, которые подменяют собой живую прозу. И учитывая, что персонажи здесь тоже такие, как в сценарии, очень мотивированные герои, без каких-то таких нюансов тонких, то ты как бы скользишь по тексту и не цепляешься за него как-то внутренне. Но при этом автору, на самом деле, удается вот это действие создавать, получается, диалоги. И это, мне кажется, на самом деле важно. Очень часто в книгах как-то мыслью по древу растекаются и говорят то, что можно сказать быстро, говорят очень многими словами. Автору удается быть конкретным, и это плюс. Спасибо. Насколько я помню, автор действительно имеет отношение к миру кино, и, по-моему, это достаточно молодой человек, энергичный. Окей, спасибо большое. Алина, теперь ваши рецензии. Ой, звук. Надо включить микрофон. Сейчас есть? Есть. Здравствуйте всем. Я хотела спросить, насколько нужно, чтобы я пересказывала сюжеты. Вот предложение отнимет время. Да, предложение как раз скорее выводы, да. Пропускать про сюжет. Наша задача все-таки рассказать выводы, да. Хорошо. 3 романа я прочитала, и по 3 романам у меня рецензии. Первый роман «Альма-Матер». Он посвящен студенчеству 80-х годов, и на моей памяти это первый художественный текст, который посвящен студенчеству 80-х годов, то есть вот этой последней золотой поре студенчества советского Казахстана. И сразу видно, что автор, он писал это из личного материала, текст очень солнечный и очень алматинский. Это человек, который с большой долей вероятности сам являлся студентом или студенткой, может быть, студенткой Института иностранных языков, то есть Иньяза. И здесь, мне кажется, у этого текста огромный потенциал публикации, и кто-то до этого сказал, по-моему, Алишер Рахат, что основная читающая масса — это женщины, и вот здесь мне тоже кажется, если это так, действительно, основная читающая масса — это женщины, то этот роман найдет именно отклик у массового читателя. Здесь большинство персонажей — это женские персонажи, но не в этом дело, а в том, что он очень теплый, этот текст.
это из позитивных, из несомненных плюсов. Из того, что можно отнести к критике, и вот именно к литературным моментам, сложилось впечатление, что у автора был конфликт замысла. То есть, может быть, не автора, но у меня было впечатление, что здесь замысел был один, а воплощение получилось другим. Объясню почему. Потому что роман, текст обозначен как роман, но по моим субъективным ощущениям это цикл рассказов, объединенных в роман. Ну, то есть есть такой жанр, как бы рассказы, роман в рассказах. И здесь вот не хватает субъективно цельности нарратива, цельности повествования, цельности вещества прозы, которая бы соединила вот эти отдельные лоскутки историй в цельное полотно, потому что роман поделен на множество таких историй, некоторые названы именами, не главных, именами персонажей, некоторые названы какими-то ситуациями, и все это не дает воспринимать текст как вот полноценный, единый, монолитный материал. Поэтому я не знаю точно, насколько объективны мои ощущения. Возможно, текст задумывался как роман, потому что по первым страницам это видно. Он как будто бы был об одной героине Жужи. Но очень быстро он перешел в такой сборник историй про разных персонажей, которые не заканчиваются каким-то катарсисом, вот таким, который оставляет влажный след, терпкое послевкусие, а заканчиваются как-то, как будто бы обрываются. И постепенно роман, он превращается в какой-то развернутый синопсис и к концу в развернутую аннотацию. И вот этот недостаток именно изображения, а преобладание пересказа, наверное, главное, что нужно и важно вот преодолеть в этом романе, чтобы он стал полноценным. Пусть это будет роман в рассказах. Потому что архитектоника романа — это вот множество маленьких историй, но если это маленькие истории, то выход из каждой должен быть как будто бы это вот такой громкий аккорд, и она завершается. Когда ни одна из историй толком на уровне языка и какого-то вот такого глубинного проникновения не завершается, то остается впечатление недосказанности, недоработанности. Вот стилистически это очень видно. Именно преобладание пересказа над изображением. Хотя в начале этого нет. В начале, почему у меня возникло ощущение, что в начале как будто автор собирался писать про одну девушку Жужу, а потом началось вот это вот хаотичное написание про всех. А будь это пьеса, не было бы вопросов, потому что вот, кстати, да, будь это пьеса, не было вопросов, потому что персонажи все, они замечательно разговаривают. То есть диалоги автора удаются на ура. Это очень живые диалоги, это очень живая речь, это, ну, за ней просто интересно следить, и ты им веришь до последней запятой. И вот эти персонажи, они в руках автора, как в руках демиурга, как такие восковые марионетки. Они очень подвижные, пластичные, именно когда они говорят. Но для прозы все-таки недостаточно одних диалогов. Хочется вот этого вещества, которое бы и скрепило отдельные разрозненные кусочки в цельное вот это добротное покрывало. А еще хочу отдельно заметить именно ономастику, то есть имена и прозвища, которые использует автор. Они как музыка звучат, и каждого ты отделяешь, потому что это очень проработано, и это важно. Жужа, Аша, Гуга, Гульсара, Лора, Зора, Едиль, профессор Даршлегель, Нина Вайсберг, Лаура Берег. Вот нет каких-то повторений. И прям здорово, что автор дает и прозвища, где-то имена, и они все такие пестрые, яркие, и если этот текст еще все-таки как-то сделать более сбитым, мне кажется, это будет замечательная книга. И нам, по-моему, не хватает именно вот освещения этой эпохи в художественном смысле. Если нет вопросов, я перейду ко второму роману. Да, давайте по второму, по третьему, да. Да, второй роман 1916, я его назвала про себя так казахстанским истерном, первым истерном.
по типу вестерна. Это роман об Акмолинске, как о нулевом километре в казахской степи, в котором сталкиваются, выражаясь политологическим штампом, геополитические интересы различных измов: большевизма, царизма, империализма. Роман очень крепкий, написан замечательно. Это действительно профессиональный роман профессионального писателя. И это текст такого уровня, который хоть сейчас можно публиковать, подвергнув совсем незначительной даже редактуре. И, кстати, у него огромный потенциал к экранизации, потому что это экшен в словах. Несмотря на то, что это экшен, жанровая литература, то есть исторический роман, он не написан поверхностно и не цепляет только одним лишь действием. Несмотря на то, что действие, да, происходит, но автор очень углубленно позаботился о том, чтобы это не осталось каким-то таким поверхностным экшеном, а проработал около 3 десятков персонажей, и каждый у него говорил на своем языке со своим специфическим говором, а это сделать не так просто, потому что здесь действуют и казаки, и англичане, и русские, и казахи, и татары, и купцы, и сарты, и китаец даже есть. И вот в 1916 смешиваются люди, языки, верблюды, кони, и Манов там появляется. И все это достаточно сложно сделать, чтобы просто не пересказать. А здесь это все действует, это все говорит, это все разговаривает. И ты слышишь прям эти выстрелы, взрывы, как сыпятся стены, там управы и так далее. И это замечательно. Так как мы должны что-то найти для зоны роста писателя, то я скажу, что, возможно, некоторые персонажи, они более литературные, чем этого хотелось бы. То есть они исполнены, наверное, немножко даже чрезмерно какого-то героического пафоса. Но в целом, так как, опять-таки, здесь на стороне автора законы жанра, его конструктивно упрекнуть не в чем. Следующий роман, тоже, если нет вопросов, я сразу перейду. Это роман «Бомбилы». Роман «Бомбилы» с главным героем Кайратом. «Бомбилы», обозначу очень кратко, это роман в жанре дневниковых записей, который ведет главный герой, выезжая на маршруты. То есть он не таксист по основной специальности, он очень культурный, эрудированный человек, у него есть какой-то другой, возможно, источник доходов, но вот он подрабатывает водителем такси. И подрабатывая водителем такси, он говорит. И основная, наверное, основная черта этого романа, не черта даже, основная, как бы, не хочется мне говорить слово «претензия», но все же претензия в том, что Кайрат постоянно говорит. Он говорит, но пусть бы он говорил, все-таки это дневниковые такие записи, но он говорит такими конструкциями, где очень много стилистических нагромождений, очень много лишнего, где устаешь следить за сочинительной, подчинительной связью, и в итоге просто теряешь нить повествования, и нужно быть очень увлеченным читателем, чтобы вчитываться в эти тирады, потому что эзопов язык, который использует автор, на таком маленьком отрезке текста это большая проблема, когда внутри одного предложения аллюзии, перефразы, аллегории, и все это из предложения в предложение происходит, в итоге получается такая гора, вот такая страшная эзоповая сила, которая тебя сметает, и способ построения текста, он превращается в самоцель. То есть получается текст ради текста, но проза из этого уходит, потому что слова нужны для того, чтобы рождать образы, а не для того, чтобы просто создавать такой стилистический белый шум. И можно было бы этого избежать, если бы автор сделал зазор между автором и как раз главным героем. Если бы вот эти все трехэтажные нагромождения отдать Кайрату этому, и это бы прозвучало как просто литературный прием. Пусть бы он говорил вот такими вещами, штуками, нравится человеку, а автор бы оставался автором. То есть основной текст, он был бы написан другим языком, но там
постоянно мешается вот эта фокализация, то есть третьеличное повествование с перволичным, и это не разграничено. И вот это большая проблема в тексте. Ну и завершая, скажу, что не весь текст такой. Я была очень рада, когда примерно во второй половине текста появился воздух, наконец, когда Кайрат с отцом уезжает в степь для того, чтобы жеребенка забрать на Согом. И вот там как раз-таки происходит, я не знаю, какая-то метафора, то есть герой уезжает из города, вот эти каменные джунгли падают, и падает вот эта спесь с Кайрата, и в общем, в тексте появляется воздух, и слова начинают выполнять свою прямую функцию, называть предметы и рождать образы. Просто идет спокойное описание степей, воспоминания героя, что он делал, как они ездили вот к озеру, купались, пили кумыс и так далее. Но в конце появляется пересказ январских событий. Я не знаю, насколько это было нужно делать. Вот, я хотел уточнить, Ну вот. справился ли автор с этим, учитывая, что это все... Следствие даже официально не закончено, дезинформации крайне много. Несколько, кстати, авторов рукописи пытались браться за эту тему, несколько брались за Украину. Это очень... Ну, просто я сам как пиарщик профессиональный знаю, до какой степени наша интеллигенция дезинформирована, до какой степени она политически неграмотна. Я знаю, что неприятно это слышать, но это правда. 99% ничего не понимают в политике, ни во внутренней, ни во внешней. Тем более, что в этой политике ложь на лжи сидит и фейками погоняет. Вот. Тем более, что и автор, и вот этот альтер-эго, он в Астане, где, ну, цинично говоря, событий почти не было. Там, кроме 15 минут у рынка Артем. Вот вопрос, справился ли автор, то есть с таким вот челленджем, который сам себе поставил? Если вы меня спрашиваете как прозаика, С точки зрения искусства, я должна да. ответить, С точки зрения справился ли он. искусства, С точки зрения да. С точки зрения искусства, мне кажется, здесь опять перевысил пересказ, то есть это был просто пересказ событий. Но каких-то образов, какой-то истории из этого не получилось. Это просто был пересказ, то есть фактаж такой, переложенный очевидцем. Но это не было оформлено именно в художественное осмысление. Поэтому судить о фактах о каких-то, то это могут делать политологи, вот или вы, например. А с точки зрения литературы... А ощущение вот просто, что вот он вводил в те дни, там блокпосты, вот ощущение такого страха, да, оно есть, да? Хотя бы, ну, с художественной точки зрения. Потому что даже позавчера я был в столице, и мне там рассказывали, как люди ходили в январе, там вдоль этого дома министерства, там сплошные автоматчики, сплошные вот эти баррикады. Даже на фото это жутковато, да, а тут, как говорится, напрямую на тебя смотрят, там 10-20 пулеметов из каждой подворотни. То есть, в принципе, это было, ну, вот ощущение вот это он передал, этот автор? Я здесь, наверное, не объективный человек в том плане, что я тоже алматинка и тоже видела это все, и мне просто было... Все серьезнее было, гораздо серьезнее. Да, и я и говорю, что у меня там как раз про Алмату писалось, не про Астану. Вот как. То есть автор, он рассказывал вот в манере дневниковой, что происходит, как они с женой смотрели телевизор, и потом просто пересказ пошел. То есть просто читая это как фактаж такой, да, я это переживала. Но если бы я это читала как художественное произведение, то это, конечно, не «Война» 1812 года на страницах Льва Толстого. Или ты будешь просто учебник истории читать, где будут тебе рассказывать про войну, или это будет сцена с Николаем Ростовым. Две разные вещи, и вот этого нет в «Бомбилах». Хорошо, кроме сцены с ОГЭМа, да, из степи, вот за что-то можете похвалить это произведение? Я бы вообще вот эту сцену с Огэмом и вообще «Выезд с отцом», с нее бы начала, но это я не имею права вмешиваться в текст. Похвалить, по-моему, неподходящее слово. Ну, отметить, да, отметить. Отметить?
Да, могу отметить то, что автор, он все-таки предлагает какую-то галерею персонажей, то есть он не зацикливается совершенно на внутренних каких-то своих метаморфозах, Мгм. он Окей. все-таки Понятно. нацеливает свою оптику на, на этих Типажи, да? Типажи, да. клиентах, да, Мгм. типажах. Там, Это у него получается? Где-то с юмором, где-то талантливым? Ну, подмечает, да? Получается, Хорошо. получается, но проблема в том, что немного все персонажи получаются с изъяном, как будто бы герой Мгм. такой человек-мизантроп. То есть он во всех это видит практически. Все И это понятно. немножко вот... Не, ну имеет право, да, это автор. Да. Он имеет право, как Окей. герой имеет право, да. Хорошо. Но здесь тоже скажу, что точно по всем этим 3 произведениям это так называемые профессиональные, вот я по-американски это сделал, это джаз, да, профессиональные писатели. Если мы вспомним Пушкина, да, он очень четко определял, профессиональный автор – это тот, который зарабатывает. И это очень непросто, да, в его времена это, наверное, только Фадей Булгарин в России, да, и пресловутый, и Вальтер Скотт, да, там в Европе. Наверное, вот они действительно жили с гонораров. Может быть, Байрон, и то я не уверен, вряд ли Байрон. Поэтому в смысле профессиональный, как уже засвеченные авторы, литераторы, да, вот эти 3 точно. У Андрея как раз наоборот, по-моему, оба автора, наоборот, в этом плане любители. Ну, смысл нашего конкурса как раз забыть про все эти как сказать, ярлыки. Да, это совершенно все не важно. Там некоторые в рукописях писали свою биографию, писали какие-то рецензии, еще что-то. Это все совершенно не важно. Никакие прошлые заслуги не работают. То есть это у Шкловского, да, у критика Шкловского был такой образ по гамбургскому счету. Вот наша, может быть, наивная, но попытка сделать по гамбургскому счету. Давайте вкратце расскажу, точнее даже покажу метрику. Сейчас сделаем демонстрацию экрана. Так. Очень важно было нам понять важнейший KPI, собственно, количество рукописей. Удалось найти, так, всем видно, да, вот этот вордовский экран, нам удалось найти данные с премия «Большая книга», по-моему, поправьте меня, вот, Андрей, да, это крупнейшая, да, самая крупная премия именно романов, да, в СНГ? Да. Самая большая, да. И вот у них первый год, именно первый сезон был 2006-2007. Вот удалось найти точное количество пришедших рукописей, 897. Из них вот в их правилах разрешены мемуары, в отличие от нас. То есть 897 надо сразу минусовать 20%. Вот информация 20% это прямо от генерального директора. Удалось нам по блату это узнать. Он говорит, всегда идет 20% стабильные мемуары. Дальше. У них по статусу участвуют все русскоязычные вообще на планете. То есть, пожалуйста, ты хоть таким будь, хоть чилийцем, хоть камбоджийцем, хоть там, не знаю, там этническим намибийцем, да, там юаровцем. Если у тебя классный письменный русский язык, участвуй и имей шансы выиграть. То есть там, согласно Википедии, таковых на планете 260 миллионов вообще русскоязычных людей. У нас строго граждане Казахстана население. Ну вот юристы наши, даже меня поправили, я думал только с 18 лет гражданства, ничего подобного, оказывается, вообще с рождения. То есть теоретически у нас 19 миллионов. Ну вот 260 делим на 19, соотношение 13,68. Поэтому получился бы у нас KPI вот с поправкой на мемуары, наш KPI для меценатки Z, было бы здорово, если мы получили бы 52 рукописи. Но вот тот вуз, который закончил Андрей Мяков, и, по-моему, вы, Алина, тоже в нем учились, да, это легендарный краснознаменный Литинститут имени Горького. Насколько я понял, я вообще потрясен, он, по-моему, даже не эвакуировался или эвакуировался, ну, короче, он в войну работал тоже. Это потрясающе. Его, как я шучу, не захватили бандиты в 90-е. Это недоработка. Стыдно даже быть бандитом на этом месте. То есть Литинститут выжил. И на гора, ну я изучил его сайт, насколько мог, на гора он выдает ежегодно 190 выпускников, да, у которых в дипломе написано «литературный работник». Понятно, что кто-то критики, там меньшинство, кто-то, большинство поэты, да, там, как обычно, драматурги, и вот какой-то процент, не знаю, наверное, треть, да, это прозаики. На самом деле и поэты запросто могут стать прозаиками, вообще кто угодно. Таким образом, у нас
ситуация печальная. И этот конкурс четко обозначил жуткий дефицит на литературные курсы. Присоединился к нам, кстати, Илья Дегов, и я не назвал, ошибся, значит, Расул Жбентай. Расул и Илья, мы вместе учились на мастер-класс 99-го года, самый первый набор. Илья вырос в большого известного писателя, он работал с открытой литературной школой Алматы, и сейчас у него свой курс лит-практикум. Расул известный в Казахстане журналист, писатель, поэт, кстати говоря, и в том числе он заявил достаточно дерзко, да, о том, что хочет стать литературным агентом. Это очень серьезный челлендж, поэтому с него будет презентация в будущем. В общем, если нам, казахстанцам, казахам, себя жалеть, то 52 – это для нас крутенько, так как у нас нету литинститута. У нас маленькие годичные курсы, да, и то они идут с 99-го года, вот Ольга Маркова начала. Все равно вот как бы 52, ну ладно, 40, 45 было бы нормально для нас. У нас получилось 67 рукописей. Это благодаря господдержке, благодаря тому, что месяц практически Казахстан ТВ самый-самый смотрибельный канал для аула, крутили, ну, короче говоря, все абсолютно в аулах, в селах узнали об этом, значит, проекте. Городские писатели узнали вообще практически мгновенно, сразу же в декабре. Союз писателей рассылал информацию и так далее, и так далее. Но стратегически было важно достучаться до туда. Мы действительно имеем голосующих сейчас оттуда, из регионов, в том числе самых дальних. Так, Так, а как демонстрацию уже включить? Так. Ой, что-то я забыл, как отключить демонстрацию. Остановиться вместо использования, да, по-моему? Да, вот. И у нас были авторы, которые мучились с загрузкой своих романов из-за крайне низкой скорости интернета. То есть по-старосоветски это даже не совхозы, это отделение совхозов. И чтобы там был интернет на уровне там 90-х годов. Ну, в общем, несколько человек мучилось. Я очень горжусь этим, то есть это и была наша стратегическая задача, чтобы никто из потенциальных авторов в стране, потенциально, кто мог бы участвовать, не смог бы сказать, ой, это был междусобойчик, ой, никто не знал и так далее. Ну, значит, человек, как говорится, бежит общество, имеет право, да, там в монастырь убегает, ни с кем не контактирует, а так любой потенциальный получил возможность. 164 всего зарегистрировано, несколько человек умоляли продлевать еще, говорили, что опаздывают, многие писали о том, что мы в следующий год подадим, то есть индикативно вот еще 100 точно как бы в плане, да, что они будут участвовать, дай бог в следующем году, что будет там 200-300 рукописей. И мы поняли, это было жесткое непростое решение, что я в первых своих интервью, достаточно наивных, каюсь, говорил, что мы вот этот фейс-контроль устроим не очень сильно. Это была моя большая ошибка. Может быть, кто-то из писателей до сих пор переживает из-за этого. Но поймите, наша фишка проекта, мы на финальное мероприятие зовем взрослых серьезных издателей. Вот про кинопотенциал, да, говорилось несколько раз. Мы зовем продюсеров, мы зовем руководство нашей культуры, да, там государственные, мы зовем, естественно, представителей вас, вот, в принципе, присутствующих здесь людей. То есть мы не могли выставить произведения, которые, скажем так, сильно за уши тянули и так далее, и так далее. При всем уважении, да. Плюс беспощадно резали там за малейшие нарушения формальные, да, таковых тоже было очень много. Поэтому осталось 20-21, и это просто предел того, что самый влюбленный в литературу читатель в состоянии действительно, ну, там, за 2-3 обеденных перерыва работающий человек в состоянии заглянуть, полистать. Вот сложилось так, как сложилось. Скорее всего, так и будет. Всегда в районе 20 рукописей. Произнесу то слово, которое сейчас его нету, но мы его внесем в положение уже потом. Страшное слово «шорт-лист». Это будет шорт-лист фактически, да. Для того, чтобы все заходящие уже голосовать понимали, что произведен предварительный отбор. Естественно, сама процедура отбора должна быть длиннее, около месяца, мы это тоже поняли. Несколько команд ридеров, независимых от друга, возможно, вообще в разных частях города, чтобы они перекрестно друг друга перепроверяли, вычитывали и так далее. Некоторые произведения, скажу, у нас были бешеные споры, мы читали их по 3 раза. То есть работа была вот такая. Отлично, огромное спасибо нашим критикам, мы послушали.
У меня ощущение, что, с одной стороны, есть хорошие романы, и однозначно их всего 21, да, рукописи, рецензий сейчас только 8. Понятно, что 13 тоже достойны рецензии. Вообще мы как бы и не обещали, с одной стороны, никаких рецензий, в положении написано, как обычно, да. С другой стороны, в договоре оферте авторском написано, что мы можем, что автор соглашается, что мы в пиаре проекта, именно не его любимого автора, да, там, или его произведения, а именно в пиаре, в развитии проекта, вот в данном случае, такими методами, как этот Zoom, круглые столы, интервью, мы будем, скажем так, работать с их произведениями. На это они тоже, в свою очередь, давали согласие, когда загружали свои произведения. С юристами мы это прорабатывали с самого начала. Все, теперь прошу высказываться в порядке, ну, наверное, как желающие, да, то есть кто хочет прокомментировать именно услышанные рецензии. Я бы хотел сейчас сфокусироваться на рецензиях. Неужели нет вопросов? Нету вопросов. Угу. Баке, Андрей, Людмила, Бекнур. Звук. Да без... Угу. Я все слышал, Ерлан, все это вот, мнение критиков. Мое мнение, я написал свое это Елене по WhatsApp. Да, я видел. Надо включить, нужно включить профессиональных литературных критиков, членов Союза писателей. Есть у нас совет прозы, совет детской литературы, совет литературной критики. Есть люди, которые закончили, как сказали, литературный институт имени Горького, и они профессионалы, одним словом. Нужно их включить, вот, особенно знающие есть там, пишущие в 2 языках, и на русском, на казахском будет полезно, по-моему. Поэтому, Ирлан, мы еще, если завтра встретимся, дополнительно это поговорим. Да, обязательно. Не хочу озвучить их имена, и это нужно, наверное, не стоит. Поэтому завтра поговорим, 12 часов я буду на работе. Да, мы Спасибо встречаемся. вам. Я вот Алину послушал, я Андрея и других, там вот Расул, Алишер Рахатов хорошо высказал свое мнение о 3 романах на казахском, которые лидируют по голосам, да? Мы отправим рецензию, да. Да. Завтра поговорим, я думаю, я понял, как идут дела, все нормально, по-моему, и срок у нас до какого у нас дедлайн? До вечера 20 июня. Баке, насчет Союза писателей и казахскоязычных критиков, мы сделаем прямо следующее мероприятие, то есть, может быть, даже через неделю, да, на следующей неделе. Хорошо бы провести прямо круглый стол, может быть, даже офлайн, да, не в интернете, именно с критиками казахскоязычными, потому что лидирующие сейчас именно на казахском языке. Еще очень интересно, их прислали, этих рукописей меньше, но вот смотрите, не было никакой жалости, да, что типа вот только из-за язык, да, поэтому мы повышаем. Объективно, при достаточно жестком, серьезном отборе вышло 50 на 50, хотя количество присланных рукописей их было 25% где-то. А сейчас фактически вот половина на казахском, половина на русском. Это говорит о том, что там, ну, я по биографии что нашел, много ваших членов Союза писателей, пожилого есть возраста, молодого возраста, ну, они, как говорится, стилем, многие из них владеют, да. Другой вопрос, критики тоже должны участвовать в этом процессе, обсуждать. Это очень важно вот приучить простого интеллигентного читателя читать критиков, потом возвращаться к рукописи, потом еще раз к критикам, к другому критику, чтобы дискуссия вот вокруг произведения была, чтобы люди читали. Вот наша стратегическая... Естественно, Ерики, это первый раз в таком масштабе, да? Поэтому интерес очень огромный. И мы, как вот представители Союза писателей, мы хотим, чтобы потом, чтобы не было разговоров, когда все решается, нам, чтобы это вину, чтобы это на нас вот, Союз писателей включился, там и это. Вот этого мы не хотим. Поэтому все должно быть объективно. Баке, все будет хорошо.
Мы сами не участвуем, я сам не участвую, я не прозаик, но прозаиков у нас достаточно, они есть профессионалы, есть там, могут и присутствовать вот, лауреаты госпремии даже. Это никто не знает сейчас в мое время. Я сам не знаю, например. Поэтому, чтобы все было объективно. Баке, все Если объективно. будет объективно, тогда все, никаких разговоров не будет. От нас и от вообще от пишущих профессионалов, вот, писателей, тоже прозаиков. Вот мое мнение. Спасибо вам огромное. Бакер Рахметович, я скажу, что я до такой степени сам ненавижу коррупцию, блат, вообще любые всякие такие движения. Илья вот что-то отключился, Илья может подтвердить. То есть нескольким знакомым, ну, моим друзьям там практически с 99-го года, я говорил, принимаю участие или там пересылаю знакомым, и говорил, и радуйтесь, что у нас электронное голосование, а не жюри. В смысле, что люди, ну, читатели, а не жюри. Иначе членам жюри бы выдал бы список своих друзей и сказал, мочите их. Вот этих прям мочите. Понимаете, вот я такой человек. Поэтому мне нравится вот выражение покойного моего тестя, да, картишки, братишки нету. Или как Александр Блок, да, он был добрый человек, но когда к нему подходили и спрашивали, ну, скажем, пьесу он посмотрел, представляете, автор пьесы подходит, говорит, ну что, как такое? И Блок такой, он очень мягкий по жизни был человек, Блок. Но если ему не нравится, он говорит, неважно, потом так вздохнет, совсем неважно. То есть искусство – это очень серьезно. Это действительно, ну, мы все хотим, чтобы родились. Точнее, они где-то есть, они где-то ходят, наши Чингизы Айтматовы. Они где-то ходят, наши Маркесы, мы мечтаем, мы народ, который давно это заслужили. Вот по сути, все ради того, чтобы у нас плеяда, не один Маркес, да, там прям плеяда сильнейших авторов появилась, и читатели прям уважали, продюсеры, чтобы уважали, сериалы, чтобы снимались по нашему производству. Я общался позавчера с телевизионщиками, мне рассказали детали, как совсем несколько лет назад варились наши сериалы, ну, это ужас. И основа всей слабости проблем – это слабая литературная основа. Поэтому вот даже этот порог преодолеть, вроде бы такой простой, он совсем не простой. То есть научиться варить качественные сериалы на нашей национальной основе с хорошим языком, с хорошими диалогами, с классными там персонажами, этими арками и так далее. Андрей, как у вас там? Снег, дождь, град? Вчера замерз у вас. Вы хотите сказать? Скажите. Андрей Орлов. Всем привет. Просто два Андрея. Да. Из столицы, да. Да, все. Нет, я же с Алматы, отсюда. Вы сейчас в Алмате? Все, понял. Да нет, я здесь постоянно, я отсюда. Все, понял. Так, но я не читал. Сейчас, секунду. Сами рецензии, вы же послушали сейчас, да? Что скажете? Так, секунду. Извиняюсь, мне позвонили. Я не читал произведения, те, которые сегодня были озвучены, но мне было приятно послушать рецензии, очень классно, интересно. Даже в таком пересказе с такими комментариями. Я, естественно, наверное, хочу больше добавить про то, что было бы вообще классно, если бы была возможность у многих начинающих писателей, у тех, кто в каком-то середнячке находится, вот не обязательно, да, там, мы понимаем, что те, кто в Союзе писателей, те, кто профессионалы уже, скажем, к ним, те, кто хочет их почитать и так прилипнуть, а было бы очень классно, чтобы вот эти вот еще люди, которые плюс-минус не так давно в профессии, тоже имели возможность, не поработать, а услышать тоже мнение критиков. Я уверен, что это будет дальше и на вашей премии. И потому что я вот в последние годы только понял важность работы критиков вообще, потому что, вот как вы сейчас сказали, действительно, чтобы люди обсуждали, чтобы это вызывало какие-то споры, резонанс и так далее. И вот многим ребятам по опыту, вот кто не знает, всем привет, я Андрей, у меня проект USV, сообщество писателей и кинематографистов, мы работаем уже 4 года. За это время у нас много ребят вышло, писателей, те, кто сегодня издают книги, уже пишут, они продаются в магазинах, у них есть уже какой-то успех. Может быть, это еще не все известные на всю страну люди, не признанные еще на широкую вот эту вот обществом, но тем не менее эти ребята на пути, и это все у них впереди.
И было бы классно, вот мне понравилось сейчас критиков слушать, было бы классно, чтобы была возможность у людей слышать как-то вот на свои произведения и так далее. И идея насчет оффлайн-встреч очень классная. Было бы интересно познакомиться, чтобы был такой нетворкинг между разными людьми. Вот я, допустим, организатор мероприятий, мне очень интересно было бы со всеми вами познакомиться и, может быть, что-то придумать, сделать какие-то классные проекты. У нас в сообществе очень много молодых ребят, преимущественно молодого возраста, те, кто вот в перспективе хотят тоже стать такими классными, творческими ребятами, и им вот тоже, наверное, а часто не хватает вот этого коммуницирования с профессионалами, адекватными, правда, нормальными, не те, кто мочат беспринципно, а те, кто действительно хотят, чтобы у нас вот что еще надо сделать, да, чтобы у нас развивалось творчество, все. Вот как вы сейчас говорите, в сериалах все плохо. Мы недавно делали большой кинофестиваль и обнаружили, что очень мало сценаристов, да? Это же тоже пишущие люди. А где они все? Они есть, но им, кажется, не дают шанса. Вот. Поэтому классно. Я очень рад, что ваша премия идет, и в ней принимают участие, что ее читают и подключаются люди абсолютно разных. Вот я сейчас наблюдаю столько интересных и знакомых, в том числе здесь людей. Это очень круто. Спасибо. Андрей, вот насчет того, что обратная связь есть самый лучший способ, и мы вот это просто ощутили очень сильно, это курсы. Вашим людям нужно прямо активно. У вас, по-моему, человек 800, по-моему, да, в комьюнити? По 1000, по-моему. Да, если говорить о членстве, именном поменьше, конечно, гораздо, но вообще вот люди, кто плюс-минус за эти годы с нами активничал, приходил там, да, там 1000 плюс где-то. Вот этим людям прямо нужно бежать стремглав, да, мы подобьем, ну, где-то есть сейчас 5, ну, подберем 6-7, наверное, да, там со всех регионов уже добавим. Кстати, подсказывайте, пожалуйста, да, то есть пишите мне литературные курсы, любые, именно казахстанские. Понятно, что рядом Россия, она огромная, у нее там сотни этих курсов, может быть, если 1000. Ну, давайте поддержим отечественного производителя для начала, да, офлайновые, онлайновые курсы. И вот за небольшие, на самом деле, за смешные деньги, доступные, скажу страшное слово, бюджетникам, даже условно какой-то учительницы младших классов, им сейчас подняли зарплаты, хоть немножко, да, то есть самые дешевые курсы начинаются там от каких-то 1000 тенге. И вот преподаватель – это и есть человек, который квалифицированно будет говорить там, ну, как ходить в качалку просто, да, или ходить в качалку с тренером, да, там, который говорит, вот здесь поправь, здесь вот совсем не важно, вот здесь вообще сожги, да, а вот тут уже какой-то проблеск, вот это развивай, вот это у тебя, кажется, получается. Этот квалифицированный человек называется учитель. Да, вы правы, обязательно. Не приятель, не родственник, не жена, не подружка, да. Это должен быть человек такой дружелюбно относящийся, но как тот же Блок, да, там, но беспощадный. Как шутят советские офицеры, я когда добрый, а когда беспощадный. Это да, на самом деле не так же много у нас школ, курсов, можно действительно их по пальцам пересчитать. Пока что я 5 Надеюсь, нашел, будет больше. всего 5. И очень классно, что я еще от вас услышал. Я извиняюсь, я не запомнил имя. Кто хочет стать литагентом? Это же так классно. А вот Расул, сейчас он выступит тоже, да. Расул Шабантай, да. И классно, еще, кстати, в Астане девушка Нара, она должна была подключиться. Говорит, что она тоже планирует стать литагентом. Расул, покажи из личика, пожалуйста. Да, минутку. Покажи зрителям человек, который хочет стать литагентом, да? Где тут сумасшедший? Вот он. Да. Это, на самом деле этого всего не хватает. Вот, допустим, у нас в сообществе мы из образовательной части мы не учим, как стать писателями, естественно. Мы говорим чаще всего о маркетинге, о пиаре, о продвижении, о том, что когда люди уже там написали, что-то сделали, придумали или сняли какое-то кино, что каким образом все это продвигать, двигать, ну, с такой, короче, с диджитальной точки зрения. И людям это нравится, поэтому тут надо вот много-много охватывать точек образования, будет очень классно, надеюсь. Да, пора появляться. Расул, презентацию готовишь? Готовлю. Нельзя в последний момент. Давай высылай мне уже, да. Самое интересное презентация – это то, что как бы не основываясь на опыте пока, а основываясь на знаниях, можно об этом деле рассказать. Опыт небольшой абсолютно. Ну, это понятно, да. Но хотя меня не закидают помидорами.
закидают в любом случае. Просто вот, сформулируй, какими методами, какими фишками, да, то есть ты собираешься сделать вот это, да. То есть здесь, понятно, с издательством все сложно, да, опять же, есть Россия. Кстати, есть интерес, мы с самого начала почуяли интерес конкурса со стороны петербургских издательств, есть предварительный интерес со стороны Турции. Дай бог, что если удалось бы вытащить их на мероприятие, но, пожалуйста, кто запрещает литературному агенту, вот найдя какого-то там недооцененного, талантливого, экспортируемого автора, да, вытащить его, продать или ее в дальнее зарубежье, хотя бы в Германию. То, что сейчас Андрей говорит, что не хватает сценаристов, а на самом деле их хватает. Вот. Как говорится, их есть у меня, и вот действительно такая интересная ситуация создается, что их не видно, о них никто не знает. Ну, давай, Расул, да, мы друзья, но ты как раз можешь подтвердить мою эту как бы вредность. То есть я тебе сказал, да, я тебя приглашаю, с одной стороны, на финальное мероприятие. Для тебя, как для агента, это будет классная площадка заявить там, да, но презентация должна быть вовремя и убедительная. Она должна сначала меня убедить. Вот, что тебя будет... Не стыдно туда поставить, да. То же самое Келье, да. Он сейчас в Черновике заявлен, да, но нельзя будет просто так, там, какую-то стандартную презентацию, то есть тоже вот так нужно. Мы сейчас, как бы Мюнхгаузен, должны себя вот за волосы из болота вытаскивать, поэтому вот так. Хорошо. Бикнур, скажи, пожалуйста, дорогой... Людмила, да? Давайте. Обещали час, это уже 1,5. И все, у вас, да, вы на тренинг, да, слышите. Да, я хотела бы сказать огромную благодарность всем, кто сегодня выступал как критики. Мне интересно было посмотреть на разных людей и посмотреть на разные мнения с точки зрения критика. Что интересно заметила, когда произведение, ну, будем говорить, собрано правильно, профессионально и так далее, то критика была минимальная. Вот. А вот когда, конечно, когда что-то там не хватает, нужно доделать, это классно. Мне понравилась Алина. Алина, спасибо вам большое. Вот. Что хотела отметить по поводу критики, это очень важная информация. Единственное, что у нас с точки зрения, конечно, авторов, бывает такая ситуация, у меня была такая болезнь, я знаю. Первое время, когда что-то критиковалось из того, что я написала, я воспринимала очень болезненно. Прям хотелось немножко критика побить. Да, значит, хотелось оправдаться, хотелось сказать это так. А в последнее время, вы знаете, у меня иногда возникает такое намеренное желание послушать критика. Почему? Потому что это обалденная, ну, будем говорить, возможность себя сделать лучше. И если где-то ёкает, и вот да, реально надо послушать, то вполне возможно, что это нормально, когда идет и критика в том числе, и есть возможность что-то исправить и сделать это лучше. Поэтому я вот сейчас к критике отношусь с большим уважением, потому что это нужно иметь, ну, и гражданскую позицию определенную, чтобы не только там вот так зарывать, как говорится, талант, меня зарыли, меня там что-то сделать, а вот именно сделать лучше, это важно. Поэтому всем огромное спасибо критикам. Ну и по поводу учебы хотела вам сказать, что я не только сейчас являюсь главным редактором литературного Алма-Ата, и у нас, заходите, ребята, пожалуйста, к нам на Facebook, литературный дом Алма-Ата, будем рады вас всех видеть. У нас там очень много интересной информации происходит в плане, кто что открыл, какую книгу напечатали, ну, то есть информационная такая вот площадка очень хорошая. Но кроме этого я еще и являюсь бизнес-тренером и хотела бы вот вас всех пригласить. У нас 13 числа объявление я сделаю. У нас будет тренинг через Центр предпринимательства Колдау. Называться будет «Креативная экономика и креативная индустрия». И там будет информация в том числе и о писателях, и о технических каких-то вещах, связанных с финансированием
и с возможностью выйти на какой-то финансовый рынок со своими знаниями и умениями. Если вам это будет интересно, буду рада вам быть полезна и в этой сфере, потому что достаточно часто лично я сталкиваюсь с моментом, когда люди написали книгу, когда они ее издали, или когда у них проблемы выявляются с издательством, как правильно издать книгу, или как правильно продать книгу, а как вообще заработать на этой книге, а что правильно нужно сделать, или что у нас в законной степени, что незаконно. То есть авторское право там будет, очень интересные тренинги. Я думаю, что для людей, которые бы хотели сделать литературу не только искусством, но еще и способом своего достатка, наш тренинг будет им тоже как удачным. Я думаю, что возможно, что в дальнейшем найдем какие-то варианты и в этом направлении. Людмила, отправляйте ссылку, да. Отправляйте ссылку, мы вывесим все на нашем сайте. Прям рекомендуем. Это будет Zoom, и это будет в течение 2 недель. Это будут разные спикеры. Возможно, что вам подойдет какой-то из вариантов, который потом в дальнейшем поможет вам монетизировать какие-то вещи свои, связанные с литературой. У нас большая проблема, и вот как раз Ерланта вот с меценатом у нас как окошечко открытое, да, когда человек получит наконец-то свои $500 каждый месяц пожизненно. Вот. А остальным людям нужно к чему-то стремиться и понимать, что это либо заработок, либо, к сожалению, состояние души, но не больше. И хочется, чтобы у нас в Казахстане было больше людей, которые бы профессию сделали и литературный агент, и литературный критик, и все остальное, чтобы у нас это было высоко оценено не только с точки зрения культуры, но еще и с точки зрения финансов. Отлично, спасибо. Бекнур? Бекнур, ты на связи? Покажись, пожалуйста, скажи свою обратную связь. Бекнур. Лен, позвони Бекнуру пока. Пока ищем Бекнура, вопрос тогда к Расулу, Андрею Орлову и Людмиле. Из того, что вы слышали, читали ли вы что-то или заглядывали ли, или уже, может, проголосовали лично? Или, скажем так, вот эти рецензии зажгли у вас интерес вот сесть и почитать те или иные произведения, или вообще не входящие в эти 8, а вот все 21 произведения? Насколько я, вот... Я как говорил, то что да, я это все не читал и не заходил. Я один раз зашел, посмотрел, там, кажется, еще в начале. Больше нет. А сейчас, когда послушали вот критиков и вообще просто вот этот пересказ с каким-то мнением, стало интересно. Мы разожгли ваш аппетит. Хорошо. Людмила? Да. Я с удовольствием хотела бы почитать 19-16 более внимательно. Вот. И что обидно, то что на каждое произведение нужно потратить определенное количество времени и не прыгать из одного произведения в другое. Поэтому в ближайшее время я сейчас вот закачала 19-16 буду читать. А остальные, наверное, да. Но самое интересное, что это свойство такое человеческое, информационное. Смотрим, кто больше проголосовал, то и читаем. А кто меньше проголосовал, то и не читаем. Вот та обратная связь с критикой, если она еще будет выставляться заранее, я думаю, что это будет увеличивать количество людей, которые бы хотели прочитать то или иное произведение. Вот, кстати, я об этом хотел сказать. На казахском мне ридеры особо выделяли вообще другие произведения, которые сейчас снизу вот этого пресловутого рейтинга. Там и «Ебрат» есть такой роман, Кобелек вот этот и Кертубель. Вот эти три, например, я хорошо запомнил. Рассказывали мне сюжеты, прям восхищались. Это не один человек, это именно 2, иногда 3 человека хвалили, не знающие вообще друг о друге. То есть это характерно. Но, наверное, вот то, что Алишер говорил, особенность стиля, особенность языка. То есть про те произведения мне, ну, опять же, я не могу судить, но мне говорили, что они таким более классическим, более строгим стилем написаны.
Но, тем не менее, такая традиция тоже нужна в литературе, пожалуйста. То есть народное голосование – это тоже не есть истина в последней инстанции, да? Это лишь вообще какой-то инструмент, более-менее очищенный, скажем, там от человеческого фактора, да. Ну, выступают другие человеческие факторы, то есть идет 0,2-0,3% людей, которые вообще не умеют зарегистрироваться или там проголосовать. Там и технически были проблемы, и, скорее всего, инструкцию не читают. Ну, это тоже мы предполагали. То есть здесь, как говорится, 99,8, 99,5 нормально голосуют. А Расул, ты кого-то успел почитать? Вообще тебе, как литагенту, надо все читать. Все 21. Хотя бы по главе или по странице, ну, не знаю, как. Самостоятельно мнение составить. Не спеши. Ты как? С подачи Ирлана я попадаю сюда. Сначала с его подачи решил написать. Назвался груздем, полезай в кузов. Да, но я потом понял, что при моей производительности мне элементарно не хватит времени. Вот. Ну, уже стало интересно. Вот. Дальше больше, но я скажу так, что я вот сейчас присоединюсь к словам Андрея. Да, я тоже только-только, я туда не заходил, я ничего не читал. Я послушал сегодня критиков, и они меня приятно удивили своим профессионализмом, и они меня заинтересовали. Мне захотелось прочитать и на казахском языке, пару, наверное, Сиасию, и на русском. Скорее всего, один я выбрал так для себя. В общем, ну, прикольный проект. Я благодарен тебе, Ирлан, за то, что ты меня сюда затягиваешь. Вот, и желаю удачи большой. Удачи, да и хорошей раскрутки проекта. Спасибо. У нас действительно стало много писателей, много востребованных писателей, чтобы наконец-то мы перестали быть какими-то людьми второго сорта в литературе. Ну, вот самое интересное, да, у казахов уже классическая музыка давно выстрелила. Недавно вот электронная музыка выстрелила, да, состоялись. Что еще там? Кино, да, и массовое кино, и давным-давно артхаусное кино, да. То есть Казахстан, ну, там киношники, отборщики, ведущие кинофестивалей, давно я с ними разговаривал, они очень уважительно говорят, это держава, Казахстан – держава, таким языком говорят. Еще где-то мы состоялись, да, там в спорте у нас много уже всяких этих вещей. В науке, как ковид показал, у нас да, даже есть ученые, настоящие, конкурентоспособные. Всего 15 государств сделали свою вакцину, да, Казахстан в том числе. И вопрос, где литература? То есть она как бы есть, и как бы ее нету. И вот это обидно. Ну, давайте справляйся вместе, да. Мы лишь дали инструмент. Остальное, вот вокруг инструмента действительно, дай бог, будет наращиваться, как это сейчас модно в бизнесе слово, экосистема. Литагенты, критики, которые, естественно, должны не на одном энтузиазме, да, а должны быть штатные единицы. Я этот вопрос позавчера в Астане поднимал. Должны быть штатные единицы на наших 4-5 богатющих, на самом деле, медиапорталах. Там большинство частные, кто-то государственные, но даже частники получают хороший госзаказ. Я говорю об редакциях, где содержится не 10, не 20, а 50, 100, 150 сотрудников. Интернет-порталы, да, с огромным трафиком, огромным влиянием. Там должна быть хотя бы одна штатная единица. Ладно уж, не литературная критика, арт-критика вообще, чтобы и по нашим спектаклям человек ходил, и по новинкам книжным, да, там, и по там, серьезным фильмам. Не всем подряд, да, там. Пусть будет конкурс на эту позицию, опять же, чтобы лучшие из лучших там были. Это нужно, это просто нужно. Кстати, вот две позиции, правильно, казахские и русские. Либо уникальные люди, вот как Расул, которые свободно двуязычные. Это еще сильнее. Так, ну, издатели должны развиваться, сценаристы должны развиваться и так далее, и так далее. Но в основе лежит все равно история. Мощная, тяжелая история. Почему с самого начала романа, да, еще раз, жанр ледокол, жанр тяжелый, так как вся идея вот этих $500 ежемесячно, это все позаимствовано у Гая Мецената и у Людовика XIV. Ну вот кого они награждали, да, и за что? За Энеиду, да, за... Господи, Расин, вот это Сид, знаменитая, значит, пьеса, да, Мольер тоже там, цикл пьес и так далее, и так далее. То есть за нетленочку, за крупную, серьезную нетленочку, которая в муках там рождается, даже гений ее рождает там несколько лет, да. Вот за это не жалко всю семью этого гения там кормить до
до его физического там, это самое покидания. Вот идея такая. Много меценат много дает, да, фирма вот эта. Кстати, прямо сейчас я должен ехать туда на переговоры как раз уже по подготовке проекта договора, по подработке, значит, технической стороны. Так что, как говорил Гоша из того фильма, все настоящее. Доктора наук настоящие, шашлык настоящий, да, вот осталось, так помните, там еще гитара и песня была. Вот осталось еще, вот, собственно, авторам спеть хорошую песню, хорошие нетленочки сделать. Бикнур, подключись, пожалуйста, дорогой. Ну, где ты? Елена, у нас Бикнур на связь выходит, не выходит? Попробуй позвонить. Что? Бикнур Кисиков. Что? Попробуем позвонить? Ну, скажу, что на 2 мероприятиях. Да, Бикнур у нас на 2 мероприятиях одновременно. Ладно, мысленно он с нами. Еще раз его поблагодарю. Да, он сразу разослал. Он до нас сделал большой, крупный Китап-фест. Несколько лет, да, если я не ошибусь, 4 или 5 лет будил у нас в стране читателей. Это очень важно. Мы сюда приглашали, к сожалению, значит, они не смогли оба в командировках, Доса Сатпаева и Куада Дамбая. Я лично обоих звал. Им большая благодарность за известный всем Алтын Калам, который уже 12 лет делается. И даже мы звали, не побоюсь этого слова, Бутю Абилова за премию Тарлан. Вот. Потом, я не знаю, была ли, не была, вот что за этот был iPhone, Лера Ибраева. Это Сорос Казахстан дебют 96-го года. То есть вот я прямо называю, да, всех тех прародителей, да, там, образцов, как я про Селлинджера говорил, да, там, подражание или преодоление, да, все то, что повлияло на меценат КЗ. То есть премия должна была быть, моя задумка изначально была такая, что она должна подтягивать бизнес, как это сделал Тарлан, да, это должно быть что-то такое свободное, скажем так, не казенное, но при этом открытое, да, и для любой литературной организации, как у Сороса, да, то есть такой достаточно демократический дух, да, и прямо с большой активизацией читателей, то есть то, что есть и в Алтын Каламе, и в Китап-фесте. Ну вот как бы самые сильные стороны из тех проектов мы тоже постарались поучиться у них, да, у этих ребят, у этих господ. Им огромная благодарность, я думаю, прежде всего самих казахстанцев. Ладно, пафос я пустил выше крыши. Кто хотел бы еще что-то сказать? Может быть, Андрей Мяков? Как в целом думаете? Вот мне это показалось, что есть такой вот интерес со стороны российских издательств? Или это нам... Вот, как говорится, они мне приснились, что они могут там приехать на это мероприятие? Или действительно, ваше мнение, понятно, вы общались еще в прошлом году, да, получается, с нашими писателями? Или, как Мандельштам говорил, поэзия у нас все-таки ночевала, и потенциал есть. И имеет смысл вот вашим издателям приезжать, московским и питерским? Я думаю, что, конечно, есть. Они всегда ищут какие-то новые тексты. И, к сожалению, учитывая последние события, как раз учитывая, что зарубежных, ну, западных книг там из Америки, из Европы будет в ближайшие годы, скорее всего, меньше. То есть контракты постепенно, ну, там, новые не заключаются, пока что старые приостанавливаются, то я думаю, что поиск какой-то новой литературы, он тем более активизируется, и в том числе вот и в Казахстане ее можно найти. Так что... Хорошо. И еще я хотел спросить про Литинститут. Тогда это и вас, и Алину. Извините за глупый вопрос, да, то есть наивный, простой. Вообще можно научить вот писателя, вот если человек отучился 5 лет, да, ну, 4-5 лет, да, по специальности литературный работник, и вот при прочих равных, да, то есть если вот А и Б, 2 человека, у этого есть способности, у этого тоже есть способности литературные. Вот один прошел прям
большую школу, вот такую серьезную, 4-5-летнюю, стандартизированную, да, с большим списком чтения, да, там, я помню, как наши режиссеры, которые учились в Авгике, ну, вот, новая волна казахского кино, они говорили, что до сих пор им в ужасе снится Кирилл Разлогов, который вот недавно в ковид скончался, потому что он заставлял их смотреть там 700 фильмов, и не просто смотреть, а знать, беседовать свободно по этим фильмам и так далее, и так далее. Чтобы стать режиссером, да, сначала нужно вот очень много, стать очень хорошим, мощным зрителем. Ну, вот, понятно, то есть гоняли вас по самому не хочу, это правильно делали. Вопрос в другом. И что? Вот, или будем верить вот в такого гения, там, а-ля Шукшин, да, который где-то как-то сам, преодолевая все, вырастает, и, в принципе, ему... Ну да, он-то, кстати, тоже учился в ВГИКе, да, потом уже любое крутое образование – это только довесок. Вот глупый вопрос, ну, простите, такое я его задаю. Есть ли смысл у нас в Казахстане, давайте конкретизируем, есть ли смысл, я практически это конкретизирую, нам, Казахстану, вот пытаться смоздрячить, извиняюсь за выражение, вот что-то типа Литинститута имени Горького на базе наших арт-институций? Или, в принципе, вот имеющиеся вот эти небольшие курсы уже достаточно, лишь бы на них люди ходили? Ну, если есть запрос у людей, то, конечно, стоит что-то такое делать. По поводу того, что можно ли научить, наверное, нельзя, но можно научить учиться и внимательнее относиться к тому, что ты пишешь и что пишут другие. То есть вот это вот, и это в первую очередь какая-то такая работа по внимательности, то есть внимательность к своему тексту и к чужому. Это я очень много ездил по всяким семинарам, самым разным и вне Лит-института тоже, и это всегда важно получить взгляд другого человека на твой текст, самому посмотреть на другие тексты, то есть вот это вот многообразие точек зрения вот в этом учебном процессе, это самое важное во всех этих институциях, как мне кажется. Сейчас еще более глупо скажу, постараюсь развеселить. Короче, постараться переносить существование других авторов. Обычно же авторы эгоисты. Понятно. Ну, хорошо. Алина, вы учились на заочном, да? По-моему, 4 года, да, тоже? 5 лет. 5 лет. Вот тот же самый вопрос. Если в Казахстане вот взять и создать, прям, ну, во многом скопировать, понятно, что-то западное тоже смиксовать, там, на наших там то тоже каких-то задумках. Ну, в общем, тоже вот такая идея, если... Это, понятно, только государство может, да, там, учредить, скажем, при Жургеневке или там при Астанинском университете или при обоих университетах, или еще, там, не знаю, при Казгу. Вот если появится такой факультет литературный, это как-то нам серьезно поможет с развитием нашей литературы? Или это будет... Я читал критику и на сам Литинститут Горького, от выпускника, разумеется, да? То есть, что это вот как бы выпекают людей с дипломами, с которыми потом кушать нечего. Да, это безусловно поможет. Конечно, это не повредит, и поскольку мы с Андреем вместе учились, не потому что мы вместе учились, у меня схожий взгляд, а потому что, ну, у нас действительно трезвый взгляд, и научить писать невозможно. Это не научить выпекать хлеб, это не какой-то стандарт, не форма, но научить учиться, да, это вот директор литературного института Алексей Варламов, он постоянно это говорит, что невозможно научить, но научиться писать можно. Те, кто будет учить, в кавычках, писать, это подсветить вещи, на которые будущему прозаику или поэту стоит обратить внимание, потому что без вот этого фонарика вас как бы поведут через туннель, где вообще нет света. И только от вас будет зависеть, дойдете вы до конца или не дойдете, но все-таки вам будут подсвечивать дорогу, а это очень важно. Вы будете понимать ориентир,
Вас никто не будет за вас вот ногами переступать. Ноги, руки будут ваши, идти будете вы. Но вас хотя бы возьмут за руку, и вам хотя бы будут держать фонарик, а это совсем немало. И вы будете видеть, вот куда вы идете. Поэтому, конечно, это совсем неправда о том, что литературный институт, он помогает стать писателем. Другое дело, что если в человеке этого нет, никакой литературный институт из вас не сделает писателя. И те люди, которые критикуют литературный институт, естественно, в основном его выпускники, они имеют право это делать, потому что они знают внутреннюю кухню. Но вот я ни на секунду, например, никогда не жалела о том, что я там училась, потому что это действительно и среда, и тот фонарь, который подсветит тебя вот в этом темном туннеле, где ты будешь озираться, а в итоге при твоем желании, при наличии таланта ты сможешь куда-то дойти. Вот вы, кстати, тоже лауреат 2 премий, вот здесь написано, и, по-моему, даже еще какой-то. Вот если честно, то есть это вам помогло? Конечно, да. Ну, я очень давно хотела там учиться. Я не сразу туда поступила после другого образования, потому что как раз-таки вот мой учитель в школе говорил, что это бесполезное дело там учиться, не поступай. Но она говорила это из добрых побуждений, поэтому я сначала училась в другом месте, а потом поступила в литературный институт. Если есть такая возможность у нас, то это было бы здорово. Ну, все, спасибо огромное. Наверное, будем завершать. На самой главной цели мы уже добились, да, то есть рецензии прозвучали. Еще раз большая благодарность критикам. Просьба критикам, вы как-то постарайтесь пристроить ваши тексты. Мы тексты разошлем. Все, кто вообще обещал даже присутствовать, но не смог, да. Мы, наверное, все-таки вывесим их на наш сайт. Мы отправим их всем голосовавшим, всем регистрирующимся авторам. Нужно все-таки, чтобы были дискуссии, нужно, чтобы писались в ответ рецензии вам. Нет, я не согласен, это произведение такое, а вот это другое. Пусть возникает потом 3-я, 4-я, рецензии на другие произведения и так далее, и так далее, и так далее. Наш премии, прямой интерес – это именно вот добиться дискуссии, но дискуссии именно о текстах, действительно, не о личностях, да, там не какие-то там эти окололитературные скандальчики, да, на самом деле абсолютно скучные и ненужные, да, никому не нужные. Вот, крайне важно, чтобы люди читали. Вот это наша стратегическая задача. Мы готовы годами этим заниматься, понимаем, что сейчас только самое начало. Все, спасибо большое. До свидания Спасибо всем. вам. До свидания. До свидания. Спасибо.